Россию перестраивают под таджиков? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, возможно ли открытие молельни для мусульман в московском метро и какие новые справки придется получать таджикам. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних событий. Посольства стран Центральной Азии могли бы вместе с мусульманским сообществом заниматься вопросом адаптации мигрантов в столице. Об этом заявил муфтий Москвы из Духовного управления мусульман Российской Федерации, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов. Он отметил, что большинство прихожан столичных мечетей – выходцы из Центральноазиатского региона. Аляутдинов заявил о необходимости выявлять проблемы и потребности людей, которые приехали в Россию на заработки. Мигранты не всегда понимают и принимают особенности российского общества, не всегда могут правильно и своевременно интегрироваться и порой стараются настойчиво навязать свое. Наша задача заключается в том, чтобы помочь им стать частью общества, сказал Аляутдинов. Он подчеркнул, что в этой работе важна заинтересованность государства, посольств, религиозных и национальных учреждений, а также самих граждан, так как важно заботиться и о внутреннем мире граждан, создавать условия для созидания и духовного роста. Я не раз обращался к послам Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и других республик с призывом помочь во взаимодействии с представителями их государств на территории России, добавил он. На сегодня работу удалось выстроить только с дипведомством Кыргызстана, подчеркнул муфтий. По оценкам Аляутдинова, в столице проживает примерно 3,5 миллиона мусульман, из них 2 миллиона – это местные жители, а остальные мигранты. Также он отметил, что на всех них приходится всего 4 мечети. Чтобы решить ситуацию, Аляутдинов призвал открывать молельные комнаты в торговых центрах и метрополитене, а также в каждом районе Москвы мусульманские культурные центры. А как вы относитесь к такой инициативе? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Тем более, что здесь существует для работодателей все равно соблазн нанимать больше мигрантов, поскольку мигранты не спрашивают 12 часов у них рабочий день или там должен быть по закону 8, и как оплачиваются сверхурочные, а где мой отпуск. Все эти вопросы очень часто вообще не звучат. Также трудовых мигрантов и иностранных граждан, прибывших в Россию на срок более 90 дней, могут обязать с 29 декабря предоставлять в МВД медицинские документы об отсутствии у них наркозависимости и ВИЧ-инфекции. Об этом следует из подготовленного МВД Российской Федерации проекта приказа. Утвердить порядок представления иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывшими в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности на срок, превышающий 90 календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности в территориальный орган МВД Российской Федерации медицинских документов, подтверждающих прохождение медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, ВИЧ-инфекции, говорится в документе. При этом отмечается, что настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года. Как следует из документа, представить медицинские документы в МВД иностранцы должны в течение 30 дней со дня истечения срока действия ранее выданных медицинских документов, подтверждающих прохождение ими медицинского свидетельствования. В случае, если иностранный гражданин не достиг 18 лет или признан судом недееспособным, документы могут представить один из его родителей, опекунов или попечителей. Медицинские документы могут быть представлены по месту пребывания иностранного гражданина на бумажном носителе, непосредственно подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России, либо в предприятие или уполномоченную организацию, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в территориальный орган МВД России, отмечается в проекте приказа. В том случае, если документы составлены на иностранном языке, то они подлежат переводу на русский язык, верность которого должна быть нотариально засвидетельствована. Уполномоченное лицо при приеме должно проверить полное соответствие документов установленным нормам, после чего выдать справку об их получении. При этом, если мигрант подает медицинские документы в электронном виде, то ему направляется электронное сообщение об их приеме не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения. В последующем
дальнейшем сведения о получении медицинских документов вносятся в информационную систему МВД России, предназначенную для предоставления государственных услуг в течение 3 рабочих дней с даты их получения. А как вы относитесь к таким нововведениям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!